С первых секунд появления в зале суда Виктор Половников сразу попадает в прицел десятка фото- и видеокамер. Обреченности или раздражения в нем незаметно. Первым делом генерал-майор оценивает обстановку вокруг. Журналисты, а в зале кроме республиканских были и федеральные СМИ, воспользовавшись паузой из-за отсутствия адвокатов, начинают закидывать министра вопросами. Виктор Николаевич, как самочувствие ваше? Нормально. Вы действительно взятку получили, скажите? Нет. А почему задержали вас? Ну, это не ко мне вопрос. То есть 25 миллионов не было вообще? Ну вы вину свою признаете или нет? Я могу отвечать? Вопрос следует. Нет. Слушания по избранию меры пресечения, несмотря на возражения адвокатов и обвиняемого, для прессы проходят в закрытом режиме. Ожидать оглашения приговора журналистам приходится почти 5 часов. Из постановления, которое зачитывает судья, звучат фамилии и суммы, которые фигурируют в громком деле о получении взятки. 17 декабря 2019 года возбуждено уголовное дело в отношении Ситникова, а также в отношении Мартиросян Шабаева. 16 января 2020 года возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми Половникова по факту получения последним взятки в размере не менее 12 миллионов 500 тысяч рублей от общей суммы взятки в размере 25 миллионов рублей от Ситникова через посредников в лице адвоката Мартиросян и Шабаева, имевшего место в июле и сентябре 2017 года на территории города Сыктывкара Республики Коми. Судя по просочившейся в СМИ информации, один из фигурантов, известный в сыктывкарских бизнес-кругах, совладелец нескольких компаний Сергей Ситников. В 2016-м он угодил в СИЗО по обвинению в строительных махинациях на общую сумму в 300 с лишним миллионов рублей. В 2017-м через своего адвоката Маргариту Мартиросян фигурант вышел на отставного генерал-лейтенанта ФСКН из Татарстана Фаяза Шабаева, который был лично знаком с министром Виктором Половниковым. По версии следствия, за 25 миллионов рублей предприниматель просил выпустить его из-под стражи и смягчить обвинения, убрав из него квалифицирующий признак организованную группу. В 2 этапа в июле и сентябре посредники получили от предпринимателя почти 19 миллионов, из которых 12,5, как прозвучало в суде, в итоге оказались у Половникова. Тем не менее, во время короткой беседы с журналистами министр внутренних дел Коми настаивал, никаких взяток не брал, а Фаяз Шабаев его оговорил. Хочу сказать одно, что близкими, родными, сотрудниками органов внутренних дел совестная чиста. Надеюсь, что следствие объективно разберется в расследовании. Вины своей, как я сказал, не чувствую, потому что никаких денег я не получал. И сотрудникам хочу сказать, что перед ними, как руководитель, я высоко держу голову и ничем не порочил я Министерство внутренних дел по Республике Коми. Адвокаты просили суд поместить их подзащитного под домашний арест. Следствие настаивало на заключении Половникова под стражу в СИЗО, поскольку, по их мнению, имея полномочия министра внутренних дел, он может оказать давление на свидетелей и даже скрыться от правосудия. Ни один из представленных документов, процессуальных постановлений, протокола не содержал сведения о том, что Виктор Николаевич может скрыться, что он может каким-то образом воспрепятствовать производству по делу, на свидетелей давить и так далее, либо там уничтожить какие-то доказательства. Виктор Николаевич в определенный период времени имел беспрепятственную возможность какое-то давление оказать, использовать свое положение, свою должность, но он этого не сделал. Суд арестовал Виктора Половникова до 17 февраля, всего на месяц, вместо стандартных 2. Все объясняется тем, что уголовное дело было возбуждено еще месяц назад. По данным СМИ, Фаяз Шабаев взят под стражу по решению Басманного суда. Где он сейчас, в Москве или уже в Сыктывкаре, достоверно неизвестно. Впрочем, не ясна пока и судьба 2 других фигурантов этой громкой истории. Эдуард Бушуев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.